Вот давайте запишем один очень важный принцип для того, чтобы у нас... Мы поговорили про вещество и энергию, про вещество и материю, да, то есть потому что оно состоит из этих веществ, да, ну вот, представление и так далее. Смотрите, у меня же не задача с вами сегодня пройти курс физики, биологии и так далее, это мы умрем. Да, вы понимаете, что тут каждый элемент, мне важно показать вам, вот я хочу показать, как мы предложили работать, и, то есть ключевые концепты, да, то есть я покажу ключевые концепты, и завтра мы сделаем вот этот вот, уже сегодня вечером, значит, наша коллега расскажет о тех, забыл слово, как печатных, ну они не печатные, то есть это онлайн материалы, но напечатанные. Как это будет? Понятно, да? То есть как бы текстовые, вот, наверное, такое, да, слово. То есть текстовые материалы онлайн. Мы вам сегодня сделаем презентацию, потому что мы подобрали, чтобы вы понимали, как вообще устроено. Потому что немножко сейчас у вас есть вот это чувство, что я что-то показываю, и оно у вас пока физически его нет. Оно есть у вас физически, потому что оно просто на электронных носителях, да? То есть мы сейчас, и мы найдем наилучшую форму. То есть одна форма, в которой мы это передадим. То есть мы проработали пока 3 формы. То есть это будет флешка. Это будет ваша рассылка, пожалуйста, это будет Google Диск, к которому вы будете иметь доступ. Мне кажется, это достаточно для того, чтобы хоть в телефоне, хоть это скажете еще другим способом, мы это получим. Понятно? То есть это целая подборка. Значит, с одной стороны, ссылок на материалы Кыргызстана, Центральной Азии и мировые лучшие подборки учебников по устойчивому развитию, климату и естествознанию, естественно. То есть откуда можно будет черпать. Я не могу вам сейчас дать верифицированные материалы, ну, вернее, там киргизские материалы тоже есть по естествознанию, да, но у нас нет верифицированного учебника, кроме того, что было по старому стандарту. Ну, просто его не успели написать, поэтому тут надо просто понять, да, то есть как бы, вот. И очень важный значит, момент, что я завтра же сделаю вот по всем этим ссылкам, которые я вам сегодня показывал, точно так же к каждой теме. Мы привязали 5, 7, 10 ссылок вот такого типа. Я просто выборочно вам сегодня показывал, потому что все, ну нет времени смотреть. Сейчас я еще для космических систем хочу показать и вот этого Шона Кэрролла, да, то есть потому что, чтобы вам самим разобраться с этими кургизактами, есть лекция Шона Кэрролла, которая рассказывает про основы современной физики. То есть про каждую из ситуаций вы можете для себя взять то, что вы хотите. Потому что, конечно, просто мультик так без вот этих вот знаний, основ современной теории поля и современной теории частиц, она, конечно, никуда не подойдет. Да? То есть просто про атомы, слава богу, мы ну, как-то там уже знаем из наших курсов. Коллеги, так понятно, да? То есть как бы вот та структура, которая у нас будет, да? Вот, значит, и Джилдыс сегодня покажет, как работают вот эти ссылки, то есть имеется в виду текстовые, а я завтра должен буду показать вам, как работают, ну или как оно устроено, эти ссылки в интернете, да? Теперь, еще материал, который вы получаете, он выглядит вот таким образом, да, то есть вот у меня сейчас просто мой экземпляр, его довезут, но мы решили, что это в последний день лучше, чтобы сейчас значит, здесь как это сделать QR-код, и каждому учебнику, да, здесь в основном, то есть они, вот видите, называется информационный пакет для сферы образования, ну, для учителей. Ух ты. Вот, значит, и здесь вот так каждой книжке присвоен QR-код. И вы спокойно закачиваете это на телефон, и живете счастливо. Понятно, да? То есть как бы, я просто хочу, чтобы у вас сейчас выдохните, вот уж чего-чего, а в материалах мы вас не обделим. Да? Если что-то не распечатали, распечатаем. Мне самому хочется такую книжку иметь. Тут вот, оказывается, есть доклады еще. Нет, я просто ее видел в электронном виде, поэтому муськаю в живом. И потому что ее собрали, я в электронном видел, а сейчас как-то... Нет, хорошо, она сделана. То есть здесь, значит, есть и эти... Ну, распечатанные материалы, доклады и так далее. Понятно, да, коллеги? Так что здесь все хорошо. Значит, нам надо остановиться сейчас на еще паре значит, информационных материалов, которые будут относиться к теме космические системы и физические системы. Я просто покажу, потому что, понимаете, либо про Землю рассказать долго и тщательно, да, ну уже по-настоящему, либо уже никого не мучить. Поэтому мы говорим о том, что я покажу вам те материалы, которые я считаю ключевыми для ваших там элементов курсов, да, то есть как бы, и расскажу, которые покажу сейчас, и завтра, то есть как бы то, что я считаю ключевым, а завтра покажу еще дополнительные, которые вы спокойно себе
заберете и будете счастливы. Понятно, да? То есть как бы, тут вот все как бы логично. Но следующая остановка у нас самая большая, и, наверное, это самая моя драгоценная сессия, поэтому ее веду не я. Вот, в этом смысле это Анечки, я ее, наш директор, в этом смысле вот она ее будет вести, и это будет связано с именно жизнью и экосистемами. Это, наверное, то фундаментальное новшество. То есть, как бы, не будете вы рассказывать про Кургизак, расскажете про поле как попало, я не буду мучиться. И про бозон Хиггса, это вот проблемы Хиггса. А вот про экосистемы будем вас просить и про климат, и про зеленые навыки. Мне нужно, это смысл всего того, что с нами происходит, понимаете, да? То есть эти сессии, когнитивная сессия важна, вы понимаете, да? Важна сессия вот про экосистемы, а сессии про все остальное мы просто с вами будем придумывать вместе. Так понятно, да, логика этого? Потому что иначе я просто, очень много материала, нас 5 лет учили, вы же все профессионалы. Поэтому, значит, два момента, на которые я хотел обратить внимание. Значит, мы должны сказать, что энергия взаимодействия и превращения. Вот давайте все-таки остановимся на одном моменте, что не совсем понятно определение энергии. То есть мы, вот это место, которое, Вера Владимировна, будешь комментировать? Непонятно же? То есть меру работы, да, то есть мы ее определяем как меру работы, да, то есть, или там, и так далее. Но сегодня эта энергия превратила, вот я хочу просто показать, что где нам есть такая точка преткновения, да, то есть мы будем про это разговаривать, но вам надо, вот так же, как с атомарной теорией, также надо забраться с энергией. Значит, во-первых, надо будет обязательно прочитать нашу книжку. Значит, коллеги, вот у нас есть вот эта книга, называется «Энергия. Окружающая среда». Мы когда-то ее сделали шпарой, вот наши шпаровцы ее прекрасно знают, да, то есть те, кто у нас были в проекте, ну и не только. Значит, мы сделаем сейчас апдейт, но я пока предлагаю, она есть на русском и на киргизском, вот здесь. Да, то есть вот она так выглядит. Там такой, сейчас если ее принесут, я покажу ее в реальности. Значит, обязательно, когда вы будете делать работу по энергии, обратите внимание туда. Второе, у нас есть разработка, которую никто не знает, ее тоже вообще попросил принести, но завтра принесу, это вот эти уроки безопасности. Здесь есть удивительные уроки по физике, естествознанию и так далее, кто-то участвовал, кто-то не участвовал, да, то есть как бы вот это те два ресурса, которые прям вот берешь и оттуда берешь прям уроки, понятно, да, то есть как бы и там остальные. Мы с Альфией расскажем про эти ресурсы отдельно, но это просто к этой тематике как раз я бы взял из вот там наработки, да, и в том числе для ваших вот сейчас тренингов, для тренировок, потому что вам же надо им уроки какие-то будет давать, то есть берите прямо оттуда. Вот, значит, мне надо, чтобы мы как-то остановились на этой энергии. Мы должны понимать, что, смотрите, материя циркулирует, то есть превращение, вы говорите формы превращения материи. Материя одна в другую превращается. А энергия, вот проблема в том, что согласно второму закону термодинамики всегда рассеивается. Ну, то есть она тоже превращается и энергия, и материя, но у энергии есть вот это свойство потери согласно закону энтропии. Да? То есть как бы о том, что энтропия прирастает. Вот это, наверное, то, что нам надо детям объяснить, что как бы, то есть вот эти энтропийные силы и хаотические силы, они, нормальны, то есть как бы то, что они есть. Вот. И вот это, наверное, один момент. И второй, это что вот когда вы будете рассказывать про физические системы, в том числе в 5 классе, надо будет рассказать про разные виды равновесий. Вот давайте на этом тоже остановимся. Просто для себя пометьте как галочку и можете себе в какой-то урок это взять. Равновесие это очень важно. То есть как бы, они бывают там термодинамическое равновесие там, и так далее, да, то есть просто это целая огромная тематика. Но я думаю, что мы в силу того, что мы же естественники, мы можем рассказывать про те, которые нам нравятся. В том числе вот Аня будет сегодня про биологические рассказывать вещи, про климатические равновесия, но просто я хочу сказать про вот эти два уравнения, да, о том, что материя, значит, циркулирует, она превращается, в том числе в живых системах, это очень важно, она переходит из одного в другого, и вот эти циклы материи, это и есть основа жизни, да, а энергия, она каким-то образом происходит, но потом рассеивается, мы ее используем для нашей жизни, то есть в живых системах материя циркулирует, энергия рассеивается, но под живыми системами я и экосистемы тоже, конечно, понимаю. Вот на этом я хочу, значит, заострить ваше внимание. Значит, следующее, это про Землю. Значит, для того, чтобы... давайте мы так сделаем. Я вам покажу сейчас вот этот Шон Коннери, покажи, Кэрол, Мишенька, покажи, вот он у нас из этого. Можно, вы просто на него посмотрите. Это лекции, там цикл лекций.
которые вам помогут сформировать вот этот вот первый элемент тела, вещество, энергия, то есть современные представления о физике. А вот эту, как ее, космические системы я предлагаю для этого использовать Сагана. Кто-нибудь слышал про Карла Сагана или нет особо? Вот, да. Ты можешь ее дать. Вот это по энергии окружающей среде, да, то есть как бы вот тот учебник, который мы вам рекомендуем. У меня последний экземпляр. Вот, здесь как раз таки я что хочу вам показать. Помните, я вам как раз говорил про перевес. Вот мы написали здесь и про Теслу, и про Эйнштейна. Понимаете, да? То есть как раз то, что есть разные представления. Здесь достаточно интересные схемы, мы советуем вам просто в уроках использовать. Посмотрите пока, только мне верните, ладно? Это можно, то есть в электронном виде я вам это отдам. Да, то есть это вот тот учебник. Просто энергия очень важный, ну как бы топ, да, то есть про который мы говорим. Значит, давайте посмотрим, значит, завершение вот этой серии. Итак, вот та часть, которая у нас называется физическое тело, вещество, энергия, взаимодействие, она связана, ну, как бы для того, чтобы хорошо простроить этот цикл, я советую вам, сейчас, секунду, Миш, чтобы это отдать, значит, вашим коллегам в регионах точно так же. Здесь можно сделать и русский постройщик, и киргизский. Непонятно ни то, ни другое, поэтому нормально. В этом смысле, то есть, нет, он, по-моему, говорит по-русски. В смысле, я нашел, по-моему, перевод. Но нюансы есть. Посмотрите, и тогда вот этот вот ролик, я считаю, вот Шон Кэрролл и Кургизак вместе создают вот это представление о физическом мире. Особенно это можно и для всей современной физики, и для естествознания. То есть независимо, куда вы это будете укладывать. Понятно, да, коллеги? Это, наверное, лучшее из того, что сейчас есть. Лекцию, смотрите, он читает. Лекцию по ну, там, проблемы современной физики или загадки современной физики. Он приезжает в этот, куда-то там в Лондон, да, то есть из Америки, и его просят прочитать эту лекцию. То есть это самое-самое современное это. И потом я его много на русском, ну немного, но он есть на русском в этом, на Ютубе, просто набирайте и смотрите, потому что у него есть работы, связанные частицы к людям, что такое время, что такое пространство и так далее. Хорошо, посмотрите? Спасибо огромное. Для меня это огромная честь выступить здесь в рамках серии дарвиновских лекций. Мне нравится бутылка водки, которую организаторы оставили для меня. В Соединенных Штатах такого приема не окажут. Не знаю, насколько вы знакомы с системой. Когда вас приглашают прочитать лекцию, вам дают название темы для вашего выступления. Грубо говоря, даются рекомендации, о чем должен быть ваш доклад. Все прекрасно понимают, что ты изменишь это название по своему усмотрению. Так вот, эта тема была закреплена за мной, и я изменил ее. Но потом передумал, потому что я решил, что вместо того, чтобы просто рассказать о моих любимых загадках, или рассказать об одной из них, я бы на самом деле хотел высказать интересное мнение о видах загадок, с которыми сегодня сталкиваются физики. Потому что мы находимся на интересном этапе в истории физики. Когда ты варишься в этом котле, сложно предугадать, какие открытия тебя подстерегают. Но сегодня, я думаю, мы увидим кое-какие подсказки. Поэтому я бы хотел начать свое выступление с древнего вопроса. Что такое физика? И как она объясняет наш мир? В широком смысле физика — это и есть наш мир. Это то, что мир представляет из себя, и то, как мир ведет себя. И в чем же смысл этой фотографии? Человек, сделавший ее, пытался запечатлеть, как маленькая милая собачка ведет машину. Но я на примере этой фотографии хочу подчеркнуть разницу между древней физикой и современной. Будь вы Аристотелем, размышляющим о физике, у вас бы накопились труды, которыми вы могли бы поделиться, и одним из них был бы трактат о причинах и целях. С физической точки зрения в своих трудах Аристотель сделал важное заявление. Для того, чтобы предмет двигался, вам нужно толкать его. Должна существовать причина, почему предмет движется. Для любого предмета состояние покоя является естественным, пока вы не толкнете его. И здесь вы видите отсылку на то, что Аристотель был не глуп. В целом, для нашей повседневной жизни это заявление верное. Если ты хочешь, чтобы предмет двигался, тебе нужно толкать его. Поэтому, когда мы начали понимать, что на фундаментальном уровне физика работает иначе, это был действительно большой шаг вперед. Когда мы начали прослеживать разницу между основополагающими законами и опытом, с которым мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни. Это заняло много времени, пока ученые пришли к этому. Ибн Сина, также известный как Авиценна,
был всесторонне развитым человеком. Миша, останавливайся. Он был персом, Коллеги, жившим во времена... Вам понятно подход, да? То есть, и он вот так, он выведет общую теорию поля, выведет частицы и так далее. То есть он доведет. И это не так много, это там около 40 минут. Ну, понятно, что мы не будем ставить 40 минут, но вы уже почувствовали, что это серьезно, фундаментально, не очень плохо. В серединке где-нибудь ткни, чтобы увидели, что он еще рисует формулы. Но формулы не сложные. Он выводит общую теорию поля, он говорит, вот это так, но видите, он историческую, ну вот чуть раньше. Когда лиса? Лиса это или волк? Ну, заметили, да, то есть как бы вот у Эйнштейна была формула, должна быть. Ну ладно. То есть он рассказывает и про космос, и про природу, и так далее, и это лучше, чем все, что мы с вами знаем, поэтому, смотрите, есть два варианта. Вы ставите эту лекцию там и разбираете там с учениками, задаете на дом, режете, или говорите нам, что вот так надо порезать, мы вам можем это тоже элементы сделать, кстати, нарезки, да, то есть через Эрматовну, ну, чтобы это было верифицировано. Вы говорите нам, вот это было бы хорошо. Посмотрите наши материалы, то есть мы же будем взаимодействовать, мы вам можем подготовить такие штуки. Понятно, да? То есть как бы, вот, но в любом случае смотрите сами. А? Это загадки физики. Но понимаете, он связывает, это физика как естествознание, то есть это больше, чем физика. Ну, он физик, да, он самый знаменитый физик сегодняшнего дня. Поэтому это не обязательно покласть в физику, потому что каждый из элементов можно положить в любой элемент курса естествознания. Понятно, да, я отвечу? Потому что это вообще не похоже на школьную программу ни разу. Ну, на старую. Поэтому я делюсь этим ситуацией. Коллеги, понятно, запомнили его, да? То есть, как бы, вот он очень много чего рассказывает. И главное, что это, видите, вот это к модели атомов он показывает, видите, вы это уже понимаете, да, то есть другие модели, он показывает энергия, как работает и так далее. То есть мне важно открыть эту дверочку, и он завершает нашу ситуацию. Вторая, значит, давайте мы, значит, посмотрим еще один ролик, потому что он нам, значит, поможет определиться, вот я считаю, что вот это для 5 класса, а может быть для 7 прекрасный, два ролика. Один, как Эратосфен доказал, что Земля круглая, это как раз вы познакомитесь с Карлом Саганом. Вот. А второй, что такое время и пространство. Только давай мы, наверное... Ой, извини, Миша, как сделать свой календарь? Давай первую откроем, «Гармония мира» с 9 минуты. Вот эту. Давай с Саганом. Смотрите, это был один из самых знаменитых популяризаторов науки. И лучше всего найти в интернете его ролики. Мы вам тоже их скачали и положили. И для детей... Так как он рассказывает, или вы можете пересказать, как он рассказывает про космос, лучшего я ничего не слышал. И весь мир так же считает, понимаете, это лучше. Тогда зачем нам использовать? То есть оно хорошо сделано, покажи, пожалуйста. Я хочу, чтобы вы его лицо тоже зафиксировали и потом с этим работали. Но наше Солнце всего лишь одна из миллиарда триллионов звезд в наблюдаемой Вселенной. И все эти бесчетные Солнца подчиняются физическим законам, некоторые из которых нам уже известны. Как мы выяснили, что подобные законы существуют? Если бы мы жили на планете, где ничто никогда не менялось, нам было бы нечего делать. Ничего не пришлось бы открывать. Не было бы стимула для развития науки. А если бы мы жили в непредсказуемом мире, где все меняется случайным и очень сложным способом, мы не смогли бы ничего открыть. И опять-таки, науки бы не существовало. Но мы живем внутри Вселенной, где изменения происходят. Но согласно схемам, правилам, или, как мы их называем, законам природы. Если я подбрасываю палку в воздух, она всегда падает вниз. Если солнце заходит на западе, оно всегда восходит снова следующим утром на востоке. И поэтому возможно проникнуть в суть вещей. Тогда мы можем заниматься наукой и с ее помощью улучшать нашу жизнь. Люди хорошо умеют принимать окружающий мир. Мы всегда это умели. Мы были способны охотиться или разжигать огонь, только потому, что мы были способны к открытиям.
Были времена, когда не было ни телевидения, ни кинофильмов, ни радио, ни книг. Большая часть существования человечества прошла в такие времена. И тогда над тлеющими угольками костра, в безлунную ночь, мы смотрели на звезды. Миш, сделай стоп на секунду. Коллеги, значит, если тот называется «Загадки физики» Шоном Кэрроллом, да, то есть вот предыдущий, и как бы, чтобы вы понимали, то это называется «Космос Карла Сагана». Вот это вот сам Карл Саган, видите, да, «Космос Карла Сагана». И эта конкретная серия называется, по-моему, «Гармония миров». То есть там 5 или 7 серий, да, то есть как бы, то есть, ну, запоминаем, да, Карл Саган, у вас это будет в подборке, но вам надо различители иметь, понятно, да, то есть как бы сейчас мы посмотрим, как он трактует созвездие, ничего лучше я давно не видел, посмеемся и перейдем к этому, потому что это прелесть. Давай, Миша. Ночное небо интересно. В нем есть свои узоры. И если вы присмотритесь внимательнее, вы можете увидеть картинки. Одно из самых легко узнаваемых созвездий расположено в северной части неба. В Северной Америке его называют «Большой ковш». Французам пришла в голову похожая идея – «ля кассерол», то есть кастрюля. В средневековой Англии тоже сочетание звезд напоминало людям простой деревянный плуг. Древние китайцы имели более утонченное представление. Для них эти звезды везли небесного чиновника, разъезжавшего по небу, сидя на облаках и вечно окруженного полными надежд просителями. Людям на севере Европы воображалась другая картинка. Для них это была телега или повозка, средневековый экипаж. А другие культуры рассматривали эти 7 звезд как часть большой картины. Это был хвост большого медведя, который древние греки или индейцы видели вместо ручки ковша. Но наиболее изобретательное толкование этой большой группы звезд было у древних египтян. Они представляли любопытную процессию быка с лежачим человеком, сопровождаемого идущим бегемотом с крокодилом на спине. Какое дивное разнообразие изображений различные культуры видели в одном и том же сочетании звезд. Коллеги, я надеюсь, что вам уже понравился этот фильм с бегемотом и... Ну, то есть, как бы, что я говорю, мы так или иначе рассказываем про созвездия. Но когда я посмотрел про этого бегемота с крокодилом на спине, я понял, что это фильм, который надо показывать детям. Понимаете, да? То есть и нам. Понимаете, да? То есть, как бы, потому что это реально то, что звезды сами по себе, а мы накладываем на них культурный код. Ну и точно так же множество вещей, да? Значит, вот дальше посмотрите сами, этот мы вам отправляем. Теперь, если можно, Мишенька, покажи этого же, значит, как эратосфен. То есть я хочу, то есть вот это маленький ролик, это уже вырезка сейчас, то есть это большой ролик, я вам показал, чтобы вы познакомились с самим Саганом. Сейчас я покажу вам ролики, вырезки, которые уже сделали на ютубе, но мы можем для вас сделать тоже какие-то подборки, поэтому просто давайте договоримся. Например, вот когда вы будете рассказывать про Землю, мне просто потрясает эта история. Например, это в контексте, видите, я тяну эту, что у нас там Солнце вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, и Земля круглая или плоская. Это же всегда то, чем мы запутываем детей в жизни, потому что мы им рассказываем, что Птолемей считал, что Земля в центре мира, и они мне потом на экзамене по философии ровно это и выдают, потому что в 5 классе они все запомнили. Понимаете, да? То есть, как бы, это не шутка. Я правда не знал, что делать. То ли смеяться, то ли плакать. Он мне это рассказывает, он говорит, в центре мира, я говорю, ну как-то. Потому что была красивая картинка, были там эти... То есть, понимаете, здесь тоже надо понимать, что когда мы всякую фигню рассказываем, то она может замещать реальность. Это абсолютно мои... Причем это не один случай был, а несколько. Вот, то есть, как бы, поэтому я прошу вас просто на это обратить внимание. Но вот этот вот ролик, да, он показывает о том, как эратосфен заказал, то есть сам Саган, у него есть целый цикл этих лекций, вы посмотрите, говорят на них очень сильно, потом это знаменитые, вот не «Звездные врата», кто там еще есть? «Звездный путь», «Стартрек», да? Вот говорят, что вообще на «Стартреке» весь
то есть вот этот Саган, это вообще это очень круто. И потом, если вы смотрели про молодого Шелдона, то он тоже обожал, конечно, Сагана. То есть, коллеги, понятно, да? То есть, как бы, вот, тогда давайте посмотрим, собственно говоря, как Эратосфен доказал, что Земля круглая, и закончим календарем, потому что я предлагаю вам, и на этом моя сессия как бы уже подойдет к концу, я перейду Анечке слова. Посмотреть, то есть я предлагаю закончить и вообще как бы, вернее, закончить мою сессию, но начать следующее с того, что предложить детям, ну и, собственно, взрослым, только я не знаю, в 5 классе или в 9, составить свой календарь. И тогда человек, вот, когда он делает свой календарь, уж он, несомненно, попадет в естественно-научное знание, понимаете, да, то есть, вот это я то, что хотел, доказать, что Земля круглая, составить календарь, то есть это почему я такие выбрал подборки, потому что они показывают, как люди до этого дошли, что то, что natural это выглядит, и как это доказывать, это не одно и то же, доказательства, и как это выглядит, это не одно и то же, вот в этом смысле мы можем про это разговаривать. Спасибо, давай. Было время, когда наша планета казалась бескрайней, когда она была единственным миром, который мы могли исследовать. Ее истинный размер был выявлен простым и одновременно гениальным способом. Человеком, который жил здесь, в Египте, в 3 веке до нашей эры. Эта башня, вероятно, была сигнальной башней, частью сети, идущей вдоль побережья Северной Африки, в которой использовались сигнальные костры для передачи сообщений между территориями. Ее также могли использовать в качестве маяка, навигационного маяка для парусных судов в Средиземном море. Это место лежит в 50 километрах к западу от Александрии, в прошлом одного из великих городов мира. В Александрии в то время жил человек по имени Эратосфен. Завистливые современники называли его Бетой, второй буквой греческого алфавита, потому что он говорил: Эратосфен – второй из лучших во всем. Но было ясно, что во многих сферах Эратосфен был альфой. Он был астрономом, историком и географом, философом, поэтом, театральным критиком и математиком. Он также был главным библиотекарем Великой Александрийской библиотеки. И вот однажды, читая папирус библиотеки, он наткнулся на любопытный отчет. Далеко на юге, прочитал он, на граничном форпосте Сиены, нечто примечательное можно увидеть в самый длинный день в году. — 21 июня тени от колонны храма или вертикальные палки становятся короче с приближением полудня. И по мере того, как часы ползут к полудню, солнечные лучи скользят по стенам глубокого колодца, которые в другие дни остаются в тени. А затем, ровно в полдень, колонны перестают отбрасывать тень, и солнце светит прямо в воду колодца. И в этот момент солнце находится точно над головой. Это было наблюдение, которое легко было проигнорировать. Палочки, тени, отражения в колодцах, положение солнца. Обычные, повседневные дела. Что может быть в них важного? Но Эратосфен был ученым. И его размышления над такими простыми вопросами изменили мир. Потому что у Эратосфена хватило силы духа, чтобы провести эксперимент и узнать, отбрасывает ли палка тень здесь, в Александрии, 21 июня. И выяснилось, что это так. Суровые скептики сказали бы, что этот отчет из Сиены был ошибкой. Но это абсолютно простое наблюдение. Зачем кому-то лгать в таких обычных вопросах?
Эратосфен спросил себя, как такое может быть, что в один и тот же момент палка в Сиене не отбрасывает тень, а палка в Александрии, в 800 километрах к северу, отбрасывает вполне определенную тень. Вот карта Древнего Египта. Я установил две палки, или обелиска. Один здесь, в Александрии, и один здесь, в Сиене. Если в определенный момент ни один из обелисков не отбрасывает тени, никакой тени вовсе, это легко понять, если допустить, что Земля плоская. Если тень в Сиене имеет определенную длину, а тень в Александрии имеет ту же длину, это тоже имеет смысл для плоской Земли. Но как такое может быть, спросил себя Эратосфен, что в один и тот же момент времени в Сиене тени не было вовсе, а в Александрии была вполне заметная тень. Единственным ответом было то, что поверхность Земли искривлена. И не только это. Чем больше кривизна, тем больше разница в длинах теней. Солнце так далеко, что его лучи параллельны, когда они достигают Земли. Палочки под разными углами к Солнцу будут отбрасывать тени различной длины. При наблюдаемой разнице в длине теней, расстояние между Александрией и Сиеной должно было составить около 7 градусов по поверхности Земли. Если вы представите, что эти обелиски продлятся вниз к центру Земли, они пересекутся там под углом в 7 градусов. 7 градусов – это что-то около 1,5 от полной окружности Земли, от 360 градусов. Эратосфен знал расстояние между Александрией и Сиеной. Он знал, что оно составляло 800 километров. Откуда? Потому что он нанял человека, который прошел пешком это расстояние. И это позволило ему выполнить расчет, о котором я говорю. Итак, 800 километров умножить на 50, получаем 40 тысяч километров. И это должна быть длина окружности Земли. Столько придется пройти, чтобы обогнуть Землю. И это правильный ответ. Единственными инструментами Эратосфена были палочки, глаза, ноги и мозги. Плюс интерес к эксперименту. Имея эти инструменты, он правильно вычислил длину окружности Земли с высокой точностью, с погрешностью всего в несколько процентов. Это очень хороший результат для вычислений, проведенных 2200 лет назад. Как вам? Ну, просто шикарно, интересно и, главное, уже никто не забудет. Понимаете? И уже никто не будет в этой чухне сомневаться про плоскую Землю там, и так далее, и так далее. То есть, как бы, вот, просто мне хочется, чтобы вы познакомились с этими инструментами и смотрели эти фильмы, и тогда у нас естествознание наполнится совсем другими смысловыми категориальными формулами. Понятно, что мы попробуем создать это, такие элементы в учебник, но вот это идеальная модель, потому что это просто всего две палочки, мозги, расчет, ну, прекрасно, вот это вот, ну, просто это очень просто. Вы можете это точно так же, как, ну, вот Альфия будет делать эксперименты, проведите, ну, сделать эратосфеновскую модель потом, да, и пусть этот, да, сделать, например, поставить лампу, ну, поиграться с этими вещами, так что тут уже наша фантазия как учителя может быть разная. А может быть и не делать, просто посмотреть этот ролик и точно не забуду, да, то есть я говорю, здесь могут быть разные, но он 7-минутный или там сколько-то минут, ну, недолго, да, то есть поэтому его вполне можно использовать на уроках, да. Ну и давай последнее, то, что я хотел показать в моем контексте, значит, вы уже уловили, что Саган это вот все, что связано с космосом. Единственное, что я бы еще один ролик только показал про Ланиакею, Миш. Давайте, наверное, все-таки мы один ролик про Ланиакею посмотрим, а потом про календарь. Космический адрес. Где-то во Вселенной вертится маленькая голубая планета. Третий камушек от звезды под названием Солнце. Одно из миллиардов звезд в спиральной галактике Млечный Путь. Но где именно во Вселенной расположен Млечный Путь? Команда ученых собрала данные о более чем 8000 галактик вокруг нас и составила карту их местоположений и перемещения в космосе. И впервые мы увидели, что Млечный Путь входит в куда более грандиозную систему галактик. Суперкластер, который ученые назвали Ланиакея. Млечный Путь расположен далеко от центра этой структуры,
на окраине. Всю Вселенную можно представить как сложную сеть галактик, космическую паутину. Коллеги, вот это, запомните, пожалуйста, эту картинку. Она из самых знаменитых сейчас, потому что если вы посмотрите нейронную сеть и состав суперкластеров галактики, то они будут когда-то у Гермеса Трисмегиста был такой принцип, да, и он во многом вошел в, правда, эзотерические учения, не, естественно, научные, но тем не менее, который звучит Таттвам Аси, что наверху, ну, он два там значения, или мир таков, каков ты сам, или то, что наверху, то и внизу. Разные переводы, понятно, да? Мир таков, каков ты сам, или то, что наверху, то и внизу. Значит, и вот как раз вот эта вот ситуация, что если вы посмотрите нейросеть, структуру микротрубочек в цитоплазме, да, то есть в плазмолеме, да, то есть как бы и не в плазмолеме, в цитоплазме, извините, или значит, вот на кластеры Вселенной, структура почему-то очень похожа. Это удивительно. Мы дальше не знаем пока ответов, мы знаем только то, что все это строится по фрактальным типам, да, то есть элементы повторяются. Я еще отдельно положил там специальные элементы фракталов, но на это надо обратить внимание. И, наверное, эту тайну, которую, я думаю, детям можно как бы говорить, о том, что наше устройство соответствует устройствам Вселенной. И, как бы, собственно, человеческие сети, поэтому нас так тревожат и, ну, как сказать, возбуждает, что какое слово, резонирует с нами сети, сетевые конструкции. Понятно, да? То есть, как бы, просто обратите, запомните на это внимание. Да, пожалуйста. Одни районы практически пустые, темные лакуны, другие плотно усеяны галактиками. Эти районы называются суперкластерами. Суперкластеры — это крупнейшие структуры во Вселенной. Но ученым было сложно обозначить, где заканчивается один суперкластер и начинается другой. С целью составить карту нашего суперкластера команда ученых из Гавайского университета во главе с Брентом Талли изучили движение окружающих нас галактик с беспрецедентной скрупулезностью. Хотя вся Вселенная стремительно расширяется, заметно и действие гравитации, которая действует вспять этому ускорению. Сделав поправку на космическое расширение, команда выяснила, какие галактики летят к нам, а не синие. И какие от нас, а не красные. Это позволило им составить карту космических течений, маршрутов, по которым мигрируют галактики, медленно влекомые силой гравитации. На основе этих перемещений они разработали новый способ анализа распределения материи во Вселенной. Если погрузиться в наш суперкластер, видно, что большинство галактик мигрируют к единому плотному центру. Его называют Великий Аттрактор. Млечный Путь в числе многих движется к этому участку пространства, доминирующему в нашем районе Вселенной. Давайте взглянем иначе. Каждый шарик представляет галактику. И снова видно, что большинство галактик движутся к Великому Аттрактору по направлению стрелок. Великий Аттрактор и нашу галактику разделяет сравнительно пустынный регион — синяя бездна. Рядом с нами находится Дева — крупное и плотное скопление ярких галактик, которые земляне наблюдали веками. До сих пор астрономы объединяли нас, Млечный Путь и окружающие нас галактики с Девой и еще сотней других скоплений в суперкластер диаметром 100 миллионов световых лет. Но с помощью нового метода видно, что это только верхушка айсберга. Это скопление скоплений всего лишь ветка в 100 раз большего и гораздо более внушительного суперкластера. Но откуда ученые узнали, как перерисовать границы этой космической карты? Это наш суперкластер черного цвета и соседняя структура Персеи рыбы красного. Ученые определили границу по точкам, где течения галактик расходятся как вода у водораздела. В этом месте соседние структуры отклоняются друг от друга. Это первое четкое определение суперкластера. Ланиакея на гавайском языке значит «необъятные небеса», подходящее имя для огромного сообщества галактик, в которое мы входим. И теперь мы знаем, что на краю суперкластера Ланиакея, в галактике Млечный Путь, вокруг звезды под названием Солнце, вращается маленькая голубая планета, наш дом. Изумительно же. Вот я считаю, что вот так надо показывать. И я хотел, чтобы мы связались с этой, ну, как бы,
с этим пространством, что ли, и детям показали, что вот ваш космический адрес, да, то есть как бы вот мы находимся здесь, и это чудо, в котором вы будете располагаться. Ну давайте посмотрим по календарю, да, и мы его не будем весь смотреть, я просто хочу, чтобы вы увидели, и потом сами просмотрели, проработали, и просто сделайте с детьми календарь. Это круто. Сделайте в школе, это может быть на КВН, может быть не классная работа, но люди, которые делают свой календарь, я считаю, что это люди, которые уже не могут впасть в мракобесие. Ну или уже в такое, что уже туда не выберешься. Привет! Кирилл Масленников, флуксовский астроном, ведущий научного канала Куерти. Я сегодня хочу поговорить о времени, об его измерении, о важности и точности его измерения. Меня натолкнуло на эту мысль то, что я услышал как-то, что кто-то из церковных деятелей предложил вернуться в нашей обычной гражданской жизни к юлианскому календарю, по которому Россия жила до начала 20 века, а церковь и сейчас по нему живет. И вот как бы, чтобы блюсти традиции России, вот и было предложено, значит, вернуться к этому традиционному календарю. И мне показалось, что это крайне неудачное предложение. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему. Вот. Ну и заодно вообще поговорить о том, как измеряется время, как строится календарь. А в конце подарю вам механизм, который позволит каждому зрителю создать свой собственный календарь, может даже назвать его своим собственным именем. Вот. Ну вот измерение времени для астрономии, конечно, страшно много значит. Сутки – это полный оборот Земли вокруг оси. А как его измерить? Мы должны измерить положение меридиана. И вот, грубо говоря, у нас есть специальная астрономическая труба, в которой светящаяся нить обозначает положение меридиана. Когда через нее проходит звезда, отметив этот момент, мы дожидаемся ровно через оборот Земли, ровно через сутки второго прохождения звезды через эту нить, и это получается длина звездных суток. А если Солнце пройдет, ну Солнце, конечно, мы не наблюдаем непосредственно, как оно проходит через какую-то нить, но теоретически, если Солнце проходит через меридиан 2 раза последовательных, то это получаются солнечные сутки. Интересно, что солнечные сутки и звездные сутки немножко отличаются. Примерно на 4 минуты в сутки они довольно много все-таки отличаются. И звездное время есть у нас, поэтому получается солнечное время и звездное время. И вот звездное время особенно важно для астрономов, потому что астрономические телескопы работают по звездному времени. Я даже помню, как вот когда-то в молодости я наблюдал в Крымской обсерватории, и там на наручных часах наблюдатели держали именно звездное время, потому что они должны были в каждый момент иметь возможность телескоп поставить в нужное положение по своему наручному звездному коллеги, времени. вы уже поняли, что вам все расскажут. И там ты можешь показать, как он считать будет только в центре. Вот где вот стрелочка, вот туда движи. Коллеги, видите, да? То есть он будет вот эту вот формулу тянуть, но она не сложная, то есть мы сможем это сделать. Но тогда у нас постепенно будут смещаться времена года, и зима попадет, в конце концов, в лето. Ясно, да? То есть, конечно, что вы когда посмотрите, вы сможете с детьми это сделать. Класс вы выберете сами. Есть ли вопросы, фиксации, какие-то идеи? Значит, переходя к Ане, я должен вам дать еще один термин, и мы перейдем, значит, термин называется «зона Златовласки». Зона Златовласки в российском фольклоре, ну, в смысле, вот в фольклоре наших стран связана с 3 медведями. У них это Златовласка, а у нас это 3 медведя. Это Машенька. В этом смысле, то есть, как бы, но зона Златовласка... Сейчас объясню, при чем здесь Златовласка и при чем здесь Машенька. Значит, просто знайте этот термин. То есть, Лениакея, вот этот кластер, то есть, вот это, именно это крылышко Млечного Пути связано с тем, что параметры, константы, физические константы этого мира так подобраны, что тут может существовать жизнь. Понимаете, это на самом деле ужасно удивительная ситуация. Причем здесь Златовласка и, значит, или Машенька, да? То есть, как бы вы помните, она поела из одного супа у 3 медведя, когда она пришла к ним в дом, значит, ест из одного слишком горячий, да, из одного слишком холодный. А вот у Мишеньки как раз оказался ровно так, как она хотела. Ни холодный, ни горячий,
и стульчик как раз оказался, и кроватка, все ровно вровень. Так вот, в этом смысле такая же героиня в западном фольклоре это Златовласка, да, то есть как бы и, ну вот, с ней происходили приблизительно такие же приключения, поэтому они называют это зоной Златовласки. На всякий случай, чтобы вы просто знали, то есть зона, где физические параметры, физические константы позволяют жизни быть. Ясно? И таких зон во Вселенной в принципе есть. Такие зоны во Вселенной есть. Но мы пока знаем только про нас. И про это нас я с удовольствием передаю слово Ане.